Эта чистая горная вода обеспечивает прекрасную возможность для комплексного развития рыбоводства в Атбашинском районе. Раньше этот сектор был мало интересен для местных производителей, но сейчас ситуация изменилась и в районе уже насчитывается более 10 рыбоводческих предприятий, в их числе Кадыр-Ата. Сейчас мы снабжаем Атбашинскую долину мальками радужной форели. В этом году мы построили и ввели в эксплуатацию инкубационный цех на 200 тысяч мальков. Это рыба премиум-класса, поступившая из Испании. Мы работаем на качество. Наша рыба не болеет и быстро растет. На сегодня в Атбашинском районе производится 400 тонн рыбы в год. Однако этого объема недостаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос, не говоря уже об экспорте. Почти 2/3 доходов рыбоводы тратят на покупку дорогого корма и подчеркивают, что рыбоводческие хозяйства нуждаются в отдельном внимании со стороны правительства страны. Сейчас наша главная цель – это выйти на экспорт. Мы пытаемся оказывать рыбоводам всяческую поддержку. Сектор рыбоводства имеет хороший потенциал и является частью сельского хозяйства. Учитывая все эти плюсы, мы должны выйти на экспорт. В Атбашинском районе занимаются и лекарственными травами. Для Дамиры Капабековой сбор и переработка растений, полезных для человеческого организма, стала небольшим бизнесом. В Атбашинских горах произрастает почти 40 видов лекарственных трав и цветов. Пока что предпринимательница наладила связи с аптечными сетями 3 фирм. Мы открыли в Атбашинском районе цех по переработке лекарственных растений и планируем перейти от количества к качеству. Кроме того, у нас есть план по обеспечению занятости безработных женщин на этом производстве. Этим направлением заинтересовался российский инвестор из Москвы. Мы планируем открыть в профессиональном лицее номер 87 направление по подготовке специалистов по лекарственным травам. Подобное направление есть в Бишкеке, в профлицее номер 26. Я считаю, что для Нарынской области это нужная профессия. Первым шагом будет обучение специалистов в Бишкеке, которые после будут работать здесь. На сегодняшний день фермеры района предпринимают все усилия для того, чтобы расширить направление своей сельскохозяйственной деятельности. Благодаря упорству и труду многие добиваются положительных результатов. Мадина Низамова, Бакыт Самсакунов и Ният Эргешева, Эльтер, Нарынская область.